Этими дискуссиями и разговорами мы хотим показать, что не сможем радикально изменить свое сознание, если будем принимать все как данность. Чтобы понять истинную сущность вещей, нужно проникнуть во все тонкости, изучить, дать прочувствовать и понять все это своему сердцу и разуму. Это совершенно другой образ жизни. Но все это зависит только от вас и ни от кого другого. Потому что здесь нет ни учителя, ни ученика, ни лидера, ни гуру, ни хозяина, ни спасителя. Вы сами себе спаситель и ученик. Вы хозяин, вы гуру, вы лидер. Вы все. И чтобы понять, нужно изменить то, что уже есть. Никогда не сомневайтесь в том, что небольшая группа мыслящих и самоотверженных людей способна изменить мир. В действительности, только благодаря им и происходят изменения. Маргарет Мид. Это, кстати, к слову добавлю, вот, чтобы чеченцы взяли себе на заметку. Ну, именно те, которые вот, бьют грудь, мы самые, и при этом остаются мусульманами. Так вот, к вам претензия, дорогие мои братья мусульмане. Если чеченец дотронется до какой-то женщины, ну, я не имею в виду, что ему позволено дотрагиваться до женщин другого народа. Я имею в виду именно законы в нашем обществе. Если чеченец дотрагивается до другой женщины или до чеченки, то весь род этой девушки придет, в общем, полный трындец там будет. Если чеченец дотронулся. Даже бывают случаи, если даже девушка согласна и парень между ними что-то случилось, но не брака. Даже при этом и девушку могут там, в общем, ужасные последствия будут. По чеченским преданиям хан выдвинул войнахам жесткий ультиматум. Потребовал ежегодно платить дань и присылать в его гарем по 5 самых красивых девушек. Чеченцы ответили завоевателю лаконично коротко. «Все хану будет, но только когда нас не будет». На хадж отправляют своих женщин. Их там кто только не трогают. Их там и убивают. Там каждый год умирают люди. В результате давки во время паломничества в Саудовской Аравии. Трагедия стала самой смертоносной для ежегодных мероприятий хаджа за последнюю четверть века. Инцидент произошел в долине Мина, близ священного для мусульман города Мекка, когда сотни тысяч верующих направились к месту ритуального бросания камней. Среди погибших люди разных национальностей. У этой женщины из Египта в давке погиб муж. Я встретила мужа, он собирался к джамарату. Паломники начали оттеснять друг друга, они толкали людей, и они падали. Я сама чуть не погибла. Власти Саудовской Аравии приказали сформировать специальную комиссию для расследования причин трагедии. Как сообщается, она произошла из-за того, что 2 потока из сотен тысяч верующих столкнулись в одном месте. Особо сильно пострадали те, кто сидел на земле и молился. Трудностей паломникам в этом году добавляет и небывалая жара, которая установилась в стране. Температура воздуха поднимается до 55 градусов. Для помощи людям было направлено более 220 карет скорой помощи и 4000 спасателей. Однако из-за большого количества паломников подобраться к месту трагедии было сложно. Настолько хотят поклониться и поцеловать этот языческий камень в Каабе, что в попытках добраться до этого камня и лизнуть его, они убивают друг друга. Были времена, когда некоторые в местах, некоторые язычники приносили в жертву людей. А сейчас, в 21 веке, бараны сами идут на убой. И при этом, вот думайтесь в этом, при этом, когда ихние братья их топчут ногами, и они подыхают, они считают это благом. Вы представляете, это уровень этого варварства в 21 веке? В попытке поклониться идолу
попытке поклониться языческому камню, умереть в давке от своих братьев. Они считают это благом. Вы представляете уровень шизофрении и деградации этого общества? Это опасное дело. Вот задумайтесь над этим. Вы своих жен отправляете, до них дотрагиваются миллионы людей. Притом люди, которые там бывают, это люди вот, озабоченности уровня Бог. Это просто самые озабоченные люди. Хотите взглянуть на самых озабоченных людей в мире? Посмотрите на Каабу. Это самые озабоченные люди, которые к этой Каабе приходят в надежде завоевать вечное место в раю в вагине. Вы представляете это? Чтобы завоевать себе вечную вот этот, чтобы провести свою вечность под юбкой Гурии, в надежде получить вот это в награду. Вечность под юбкой Гурии. Они туда отправляют своих женщин, их касается все, в общем, озабоченные, не озабоченные, вот эти, все необразованные, вот эти, кто там только нет, в общем, вы сами понимаете. И они все трогают ваших женщин. Так что, чеченцы, дорогие братья мои, когда ваши женщины идут в хадж, то знайте, что их будут, как они говорят, как они воюют против чеченской культуры, сами чеченоговорящие бедуины, мусульмане, как они воюют против нашей культуры, против нашего боевого танца. Мол, там женщина, там, которая, кстати, и при ходьбе у нее, извините за выражение, и у мужчины, и у женщины при ходьбе задница двигается. Невозможно вот с висящим полностью, как отвес, без движения, с висящей задницей двигаться невозможно. Ходить невозможно. Эта задница, хочешь не хочешь, двигается туда-сюда при каждом шаге. А они это проецируют на чеченский танец и говорят, мол, там женщина там двигает задом и ходит, там чич-пуп, там касаются, там это делают, там все делают. Это вообще мерзость. Да ваших жен, вы засовываете прямо в самую озабоченную точку на земле, прямо к самым озабоченным людям, которые, кстати, еще к тому же и голые. Которые к тому же и голые. Мужчины на хадже голые. До вот этого Мухаммеда они там и так явно были голыми, а сейчас они вот этот индусский, вот этот халат, кусок ткани на себя накинули из Индии, взяли у них. И этот, как этот хадж, так же и все обряды вот эти основные из Индии взяли. Вот один кусок вот этой ткани на них. Полностью по исламу, с исламской точки зрения, с исламской логики, с логики мусульман, их можно назвать полуголыми. Вы засовываете своих женщин среди толпу, прям не то, что там как на танцах чеченских, толпа со стороны, там есть расстояние, там никто не касается, там все четко, гладко, идеально. Просто высококультурный. Я не могу с этим танцем сравнить еще что-то в этом мире, еще какой-то танец. Эта толпа бывает раздвинута, и ни один мужчина не касается до женщин. Ни один мужчина. Прикоснулся до женщины, это чревато огромным последствием. И вы увидите, как там женщины и мужчины, смешанные как фарш. С них там платки падают, с мужчин там этих, они реально убивают друг друга, чтобы засунуть в этот унитаз голову. Это реальное сумасшествие, что там творится. Я не знаю, вы видели или нет. Наверное, вы все видели, поскольку я их уже год периодически публикую, этот хаджи. В общем, надо вооружиться, в общем, если мы будем молчать вот так вот, вот это
как раз таки вот эта чернь превратит всех чеченцев в чернь какую-то. Хотя бы если вы не можете там публиковать, не можете сказать слово, есть родственники и так далее, хотя бы кидайте ссылку в чеченских группах. Я сам, вот, проходит неделя-две, никакого нового человека нету для диспута. Я захожу в одну группу, две группы, делаю там кипиш, уже 30-40 новых людей приходят в эфир. Вам что, трудно такую поддержку мне оказать хотя бы? Я ничего у вас больше не прошу. Скажите всем чеченцам, вон есть кафир, враг Аллаха. Остановите его. Размажьте его аргументами. В общем, я даю слово, что если один меня в диспуте, если я кто-то докажет, что я лгу или неправду говорю, любой диспут, если я хоть один момент уступлю в каком-то моменте мусульманину в аргументации, я дал слово и обещание перед всем этим людьми, что я все видео свои удалю и все каналы заблокирую, удалю.